Татарстане уже более 1000 добровольцев, и среди них Евгений Александрович Китаев, подполковник запаса, ракетчик, президент Федерации айкидо Татарстана, обладатель 6-го дана айкидо. Но это не самое главное. Евгению Китаеву 74 года, но он в любой момент готов идти родину защищать. Для него патриотизм – это естественное состояние приличного человека. Давайте послушаем. Первое, что мы делаем, мы уходим с линии атаки. Идет туда. Мы уходим. Здесь мы можем все, что угодно сделать. Давайте познакомимся с вами, Евгений Александрович. Да. Китаев Евгений Александрович. Президент Федерации айкидо Республики Татарстан. Уже на протяжении более 20 лет. Но про военное прошлое мы не можем не сказать. В 1974 году я закончил Казанское высшее командное инженерное училище. Всю службу прослужил в ракетных частях оперативно-тактического назначения. И по окончании службы решил заняться с детьми. Вам сейчас, если не ошибаюсь, 74 года. Да, 75-й. Как вот удается, во-первых, сохранить такую форму, буквально вот во всех смыслах, да? Дети, они дают энергию жизни. Каждое ежедневное занятие с ними – это радость, это творчество, и стареть, увядать некогда. Ну и, соответственно, вы, наверное, тоже свою энергию им передаете. Стараюсь передать им и понятие о дисциплине, понятие трудолюбия, уважение к старшим, любовь к своей родине. Пусть это несколько, так сказать, банально, но, тем не менее, я стараюсь им дать какие-то определенные моменты, чтобы они понимали, что они, где они живут, с кем они живут. Люди меняются, когда они вот здесь на татами работают, друг с другом, с учителем, они кардинально меняются. Вот философия айкидо, если не ошибаюсь, она такая, то есть энергию противника направить против него же, да? В книжках так написано. Айкидо – это очень жесткое боевое искусство. Айкидо – это средство не самообороны, это средство воздействия на противника, упреждая его, начало его боевых аспектов каких-то. Вот сейчас вот этот как раз напомнил вот эту вот специальную военную операцию, да, то есть вот как раз вот примерно так и получилось, да, на упреждение. Наверняка вот с детишками вы тоже об этом говорили, о нынешней ситуации. Я смотрю на этот упреждающий удар, он был нанесен, все правильно, он так и должен быть нанесен. И в боевых искусствах упреждающий удар – это здорово, это правильно. Так разгадать замысел противника. Но нужно еще рассчитывать свои силы и возможности. Если упреждающий удар, нужно добивать противника. Это однозначно, ни в коем случае его нельзя отпускать. Если противник попал в капкан, его надо добивать. Насколько я знаю, у вас есть желание тоже пойти добровольцем, да? Вот что все-таки движет? Ну, 74 года, как бы не говорили, все-таки возраст. У меня богатый опыт знаний, я мог быть и, допустим, и инструктором по подготовке, по физической подготовке, по подготовке там, рукопашного боя. Могу работать инструктором и оператором по использованию беспилотных летательных аппаратов. Ну вы же как, в военкомат обращались, нет? Ну, обращался, конечно. То есть вам как? Ну, пока ответ не последовал, но тем не менее жду. Может быть, какие-то напутственные слова ребятам, которых вот сейчас туда отправляют, которые уже там? Напутственные слова у меня такие. Наша Родина в опасности. И ей грозит гибель. И настроены все государства Европы. Это мы уже проходили из истории, знаем. И нельзя повторять. Это было в 18 году, это было в 45 году. Это повторяется сейчас. Ни в коем случае нельзя упускать момента. Мы должны их начали первым, мы должны закончить. Главное, чтобы у нас была сила и политическая воля. Если у нас будет политическая воля, силу мы всегда найдем. Поэтому тем молодым людям, которые
рванули через границу, когда объявили частичную мобилизацию, ну, о них можно сказать, что, ну, это предатели, по-другому не скажешь. Я обращаюсь ко всем членам Российского союза боевых искусств. В Российском союзе боевых искусств занимается более 4,5 миллионов человек. Это люди, которые владеют своим телом, своей силой духа, умеют пользоваться оружием, умеют постоять за себя. Если члены РСБИ придут на призывной пункт в качестве добровольцев, это будет огромная поддержка нашей армии.